Золотодобытчики Алдана до конца года планируют извлечь свыше 5 тонн драгоценного металла. Чтобы достичь таких результатов, необходимо переработать 5 миллионов тонн руды. Для этого старейшую фабрику страны модернизировали. Добиться рекордных показателей помогут и рабочие, в том числе и водители самосвалов, среди которых есть и женский экипаж. О героях труда Дмитрий Макаров. Чтобы занять рабочее место, Светлане Чудаковой каждый день приходится подниматься по отвесной лестнице. Кабина нового 90-тонного самосвала, приобретенного по инвестиционной программе «Алдан Золото ГРК», возвышается на уровне крыши двухэтажного дома. Внутри необычно чисто и пахнет духами. Но коллег по цеху мужчин удивляет не это, а безупречное качество вождения. С механиками сколько разговаривали, они говорят, нам проще, что вы приедете, вы все скажете, вы точно все посмотрели, более ответственны. Что всегда там что-то заметите, обязательно обратите на это внимание, проще приехали, с вами легко работать, не то что с мужчинами. Наиболее сложный маневр – подача самосвала под погрузку золотосодержащей породы. Ориентируясь по зеркалам, нужно остановить машину строго под ковшом экскаватора, чтобы кузов был заполнен равномерно, после чего руда отвозится на переработку. Конечная точка – золотоизвлекательная фабрика. В прошлую смену было сделано 35 таких рейсов. Работа на карьерах не прекращается круглые сутки. Самосвалы идут беспрерывным потоком. Практически каждые 5 минут из-под ковша экскаватора выезжает груженный автомобиль. В составе женского экипажа автотранспортного цеха горнорудной компании трое. Миловидные водители больших грузных автосамосвалов сменяют друг друга по графику. Светлана Ширяева готовится к ночной смене. С собой берет термос с кипятком и бутерброды. Напарницы живут в одной комнате общежития. Работа не из легких. У меня, допустим, ребенок, студент, доченька. Деньги нужны, поэтому мы здесь. На ведущее золотодобывающее предприятие Якутии, горнорудную компанию «Алдан Золото», женщины приехали уже с солидным опытом. До этого 6 лет учились и работали на Камчатке. Сломав стереотип, что водить тяжелые грузовики не по силам слабому полу, устроились в более крупную компанию и ближе к Амурской области, откуда родом. В свою очередь, руководство предприятия, где уже много лет гигантами-самосвалами управляют мужчины, увидело в этом интерес для компании. Мы рассчитываем, что женский экипаж повлияет только в лучшую сторону. Повысится, возможно, даже квалификация. Люди будут стараться повысить квалификацию, потому что внутреннее мужское эго всегда говорит о том, что почему я не могу быть хуже женщин. Это так вот, в кавычках. В горнорудной компании «Алдан Золото» до конца года планируется извлечь свыше 5 тонн драгоценного металла. Для этого провели модернизацию старейшей в России фабрики и закупили новую технику. Плюс к этому соревновательный дух внутри коллектива. Результат этих работ – достижение переработки фабрики 5 миллионов тонн. Это очень большой показатель. Хочу напомнить, буквально еще в 2015 году мы работали в режиме 3 миллиона 800 тысяч. В этом большая заслуга всего коллектива, в том числе водителей автосамосвалов. В любую погоду, в любое время суток важно непрерывно поставлять руду на фабрику. Просто надо хорошо знать машину, уметь ей управлять. Вот и все. Машина прекрасная, на ней очень интересно работать. Не знаю, люблю я ее, мне нравится эта машина. Уважение среди маститых коллег удалось завоевать за неполный рабочий месяц. Теперь с ними мужчины общаются на равных и всегда готовы прийти на помощь. Впрочем, представительницы прекрасной половины успешно справляются сами. И мечтают, чтобы к ним, но только как профессионалам, перестали проявлять повышенный интерес. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков. Вести. Алданский район.